труда в утверждении и отстаивании идеологических приоритетов, дающих ясное понимание целей и смыслов действий, предпринимаемых Россией в номинации «Персона», премия вручается президенту Академии наук Чеченской Республики, народному писателю Чеченской Республики Джамбулату Вахидовичу Умарову. Спасибо, Яна Степановна. Джамбулат Вахидович, вам слово, пожалуйста. Дорогие мои, честно скажу, я никогда за словом в карман не лез, но сейчас почему-то я очень волнуюсь, хотя за моими плечами много разных трибун, да, много разных площадок, на которых я выступал, но дело в том, что Тобольск это для меня не просто город. Даю вам честное слово, я в первую очередь здесь даже не для того, чтобы получить эту прекрасную премию. В первую очередь я для того, чтобы окунуться в вот это многоцветие моих детских представлений, когда никогда не забуду, была свеча, в печке трещали угли. Это я находился у дедушки с бабушкой в селе, и я читал вот эти гениальные строчки. Старший, умный был детина, средний был и так, и сяк, младший, в общем, младшему, как всегда, достается. Ершова. И не только. Вчера меня приятно удивило то, что Менделеев, оказывается, был из этого города. А потом я к своему стыду вспомнил, что, по-моему, падчерица Менделеева стала женой Ершова, если я не ошибаюсь, Петра, да, автора вот этой великой сказки. Самые главные слова, наверное, я скажу о человеке, который пережил несколько эпох за сравнительно небольшую жизнь, родившись в 1642, если не ошибаюсь, году. Ремезов Семен Ульянович пережил, наверное, самые переломные времена в истории нашего с вами необъятного государства. Он жил и при Алексее Михайловиче Тишайшем, да, и при Софье жил Алексеевне. Вот, и все эти стрелецкие бунты, и время преображенских полков, и время великих имперских реформ Петра I. И, практически, мне кажется, он, если не год в год, где-то вот близко, я уж не помню, в каком году он скончался, этот человек, наверное, судьбой своей вобрал всю великую необъятную ширь русского духа и нашей с вами огромной отчизны, нашей с вами державы. И сегодня наша маленькая республика, наш маленький народ, которого пытались оболгать, на который пытались повесить ярлык каких-то дезертиров и предателей во времена войны, о котором где-то там в непонятных для меня аналитических кулуарах даже сейчас пытаются повесить ярлык каких-то бандитов, я не знаю, террористов и так далее, и так далее. Нет. Вы знаете, чеченский народ, он в первую очередь не воинственный народ. Чеченский народ – это очень теплый, очень гостеприимный и очень ценящий дружбу народ. Воинственным он становится точно так же, как и русский народ, тогда, когда беспардонно топчут его посевы, когда вторгаются в его пределы, когда посягают на честь его дома, его семьи, его женщин. И поэтому такой великий исполин, как русский народ, и оказался тем самым авторитетным для чеченского народа народом, нацией, за которой он в конце концов пошел. А самая крепкая, кто бы там что ни пел про Кавказскую войну, самая крепкая дружба между мужчинами заключается после хорошей драки, даже если она кровавая.
Вот здесь начинается самая крепкая дружба. И сегодня на порогах Днепра, в зоне СВО, чеченский народ четко и ясно доказал всему миру, с кем он. Четко и ясно дал понять, что он верен присяге, данной своему президенту и верховному главнокомандующему. И обычно это делают в начале, но я в конце. Как обычно в конце говорят, наверное, о самом главном. Вчера вот тут есть свидетели, позвонил глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, и говорит: ну как там в Тобольске? Ты передал им от меня привет? Я говорю: Рамзан, значит, только завтра будет, говорю, церемония. Да не дожидайся завтра, каждому, кому подойдешь, говорит, вот всем передавай от меня просто привет. И пусть, говорит, никто не думает, что мы сдадимся, мы никогда не сдадимся. Спасибо большое.